Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем присутствующим и всем тем, кто в дальнейшем, иншаллах, нас услышит, будет нас слушать. Всем большой салам от нас, от всех. Сегодня у нас 30-й Сафар, 1448 год. По григорианскому календарю 13 август 2026 год. В начале нашего эфира я хотел сделать маленькую ремарку. В прошлом эфире или позапрошлом эфире, не помню, у меня очень много критических комментариев было под этим эфиром. Я их ни одну не пропустил ввиду необоснованности. Там братья или сестра, мы этого не знаем, было много замечаний, что я в упоминании международных конфликтов, как с участием западной коалиции и со стороны России за последние 30-40 лет, мол, якобы перечислил там практически все конфликты, но не упомянул осетино-ингушскую или войну, или конфликт, который у нас на нашей памяти произошел в 1992 году. Ввиду того, что вместо того, что сделать какое-то там правильное замечание или какое-то наставление, у нас, получается, люди ищут, чем бы попрекнуть, чем бы упрекнуть. Во-первых, я ингушей и чеченцев абсолютно никогда не делил. В своем разговоре я сказал, что на Кавказе война с 1991 года по сей день не прекращалась. Ингушский конфликт, насколько я помню, это длилось 6 дней. Там были для ингушского народа, особенно для жителей пригородного района, там погибших было много, 600 человек. Для маленького народа это была большая трагедия, большая беда. Более 50-60 тысяч, по-моему, было беженцев на тот момент. Это искусственно развязанная война, в первую очередь, чтобы втянуть туда чеченцев, как бы Чеченскую республику на тот момент, и как бы перекинуть эту войну на всю нашу территорию. Поэтому я не то что ингушских братьев, я всех людей на Северном Кавказе в первую очередь разделяю на мусульман и не мусульман. И только после этого я уже могу говорить о своем народе или о чужом народе. Поэтому те братья, которые следуют Корану и Сунне, из какого бы народа они ни были, они в первую очередь, мы все едины, все одна семья, и все мы братья, одна умма. Поэтому, если кто-то по незнанию делал такие замечания, для них я отвечаю, а кто сознательно это делает, лишь бы попрекнуть, флаг вам в руки, продолжайте дальше. Это как бы, чтобы не забыть, как бы замечания были и по другим темам, по другим вопросам, они постоянно бывают и будут. Но вот эти замечания, и от нескольких, там, по-моему, 5-6 даже было комментариев на эту тему, она как бы мне в голову засела, поэтому я его прокомментировал. Далее хочу еще раз как бы напомнить, цель наших эфиров – это донести истину до тех, кто его ищет. Мы в своих эфирах приводим факты и называем имена и фамилии, а выводы делать вам. Нам как бы приходится сопоставлять подходы и поступки разных групп и течений в новейшей нашей истории.
И все мы в этом как бы разделяемся. Но тем не менее, как говорится, все познается в сравнении. Иншаллах, мы стараемся как бы делать последовательный, трезвый анализ. И этот эфир тоже, надеюсь, будет же таким, по крайней мере, намерения у нас таковы. Вот в целом, если взять все народы мира в целом, и в частности нас на Северном Кавказе, люди, они как бы разделяются на две группы. Как бы мы это ни отрицали, люди разделены на две группы, которые, в свою очередь, уже дальше делятся на подгруппы. И как бы немного постараюсь раскрыть, что я хочу этим сказать. Первая группа – это партия Аллаха. Многим не нравится, когда мы делаем вот такие разделения. Партия Аллаха – это кто следует Корану и Сунне, в понимании праведных предшественников. Это очень важно, братья, в понимании праведных предшественников, которые исправляют свои ошибки, укрепляют свой иман и твердо держатся прямого пути, избегая всего сомнительного, избегая все, что сомнительно, отклоняя, не признавая, пока не будет конкретных далилей. Кто берет своим покровителем Аллаха и его посланника, и верующих, это и есть партия Аллаха. Иншаллах, они одержат верх. Как сказано в суре Аль-Майда во многих аятах, в частности, 56-м. В суре 58, 22 аяте Аллах сказал: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые бы любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья и родственники». Валлахи, вот этот аят, он очень емкий, просто надо над этим нам подумать и задуматься. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он ведет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие. Противоположность партии Аллаха – это те, кто берет покровителей для себя, тагутов, слуг шайтана, и следуют своим страстям. Это есть партия Иблиса. В Коране также говорится о партии шайтана. Сура 58, аят 19. «Дьявол одолел их и заставил забыть о поминании Аллаха. Они являются партией дьявола. Воистину, партия дьявола – это потерпевший убыток». Это группа заблуждения, это партия Иблиса. Она состоит из множества течений. Когда мы говорим, что вот партия Иблиса, те люди, которые несознательно, не как бы в силу каких-то обстоятельств считают, что они как бы полностью не согласны с партией Аллаха. И когда мы говорим, что противоположность – это только партия Иблиса, эти люди начинают возмущаться. В этой партии есть открытые кафиры, которые прямо противостоят Аллаху и исламу, отвергая в основе своем Коран и Сунну. Есть и те, кто открыто этого не признает и скрывает, но по сути являются скрытыми сторонниками и помощниками Иблиса. Также существуют крайние суфийские течения, которые подменяют истину нововведениями и бида, позволяющие им жить, не соблюдая запреты Аллаха, что мы видим сплошь и рядом у наших народов. Куда бы мы пальцем ни ткнули, валлахи, сплошь и рядом
вот эти нововведения, вот эти заблуждения, вот эти бидаты. И все они будут в огне, потому что так сказано в Коране. Есть и те, кто оставил искренних мусульман без поддержки и занял позицию нейтралитета. И таких людей сегодня очень много. Многие считают, что они умнее других, или мы свое где-то когда-то отдали, помогали, отработали, теперь будем наслаждаться жизнью. Взяли как бы нейтралитет, не там и не здесь, и тихоньку проживают свою жизнь. Валлахи, за это придется отвечать. Тем самым дают силу и поддержку слугам Иблиса. Такие люди считают, раз за Иблисом большинство, значит, они правы и надо следовать за большинством. Есть и такие, отдают предпочтение большинству, например. А в Коране, например, есть множество аятов, где Аллах говорит, что лишь немногие уверуют. Лишь немногие уверуют. Мы не делаем такфир тем, до кого как бы не дошел худжа по каким-то объективным причинам. Валлахи, мы таким такфир не делаем, но есть преобладающее большинство тех, которые имеют все возможности понять, осознать, изучить, догнать, перегнать, что происходит на самом деле, но тем не менее держатся особняком, считают, что они умнее других, мол, пусть бодаются, типа того. Для торжества зла, чтобы зло торжествовало, достаточно, чтобы хорошие люди просто ничего не делали. В ситуации, где одна сторона отстаивает истину, а другая ложь и заблуждение, пассивность третьего действительно часто работает в пользу лжи. Я часто привожу этот пример. Потому что ложь, как правило, в этом дуне активнее, агрессивнее и лучше организована в этом мире. Она не ждет каких-то разрешений, а занимает пространство без всякого ограничения и без любых запретов. А истина, наоборот, она чаще нуждается в защите, потому что она менее удобна в этом мире и требует усилий и ограничений над своими страстями. Поэтому те, кто молчит и выжидает, они сознательно или по незнанию помогают войску Иблиса. И если кто-то это не понимает, значит, у него практически нет мозгов. Даже мы видим вот на информационных площадках и платформах, мы же видим, что почти все измеряют свой успех количеством подписчиков и просмотров. У кого больше подписчиков, тот получается в тренде, в авторитете. Я согласен, что для продвижения полезного, правдивого контента, да, нужна поддержка, это полезное и нужное дело. Но мы видим сплошь и рядом такие контенты, которые, как правило, продвигают средства массовой информации, фейковые какие-то политические прогнозы, без всякой основы по схеме кафиров. Рекламные ролики без ограничений всяких границ со всеми пошлостями. Ролики, где разжигают большинство и зарабатывают внимание к себе, как бы разжигают межнациональную рознь и вражду. Ролики, где нецензурные проклятия по критике своих оппонентов, повседневных бытовых спорах. Вот именно на таких контентах мы видим, что сегодня люди в большинстве своем зарабатывают внимание к себе, а по факту это деградирует наше общество. Алхамдулилля, валлахи, мы таких задач перед собой не ставим. Для меня, в частности, для нас важно донести свое видение нашей ситуации и пути выхода из этого тупика, в который мы сами себя, можно сказать, загнали из-за лицемерия и предательства, нашей пассивности и слабости нашего имана. Мне важно, чтобы призыв дошел до тех, кто еще не потерял человечность,
порядочность и, главное, ревность к исламу и справедливости. Посмотрите на людей, ведущие развращенный образ жизни, не ограничивающий себя ничем из того, что запретил Аллах, но при этом считающие себя мусульманами. Они больше искренних мусульман любят пиариться заученными текстами, пафосными цитатами из Корана и демократическими конституциями, заявляя, что они искренни перед Аллахом и являются полноценными мусульманами. А все вот эти ограничения, критики и запреты, это, по их словам, по их мнению, это придуманы некими ваххабистами, радикалами и им подобными. Или возьмите крайних суфиев. Они вносят в религию Аллаха новшество, ссылаясь на откровение от аулия своих, которых взяли их своими устазами и наставниками. Коран и Сунна, получается, у этих крайних суфистов фактически отходят на второстепенное место. И те, и другие, что первые, что вторые, нуждаются вот именно вот в многочисленных подписчиках и в поддержках и в просмотрах, чтобы укрепить свое невежество в первом случае и свое заблуждение во втором случае. Вот для них, возможно, эти подписчики, просмотры имеют какую-то роль, какую-то там мнение, влияние. Валлахи, мы в этом не нуждаемся, иншаллах. Тем более нам не нужна поддержка и количество подписчиков из числа этих групп, которых я перечислил. Нам важно, чтобы призыв дошел до тех, кто искренне относится к религии, к исламу, Корану и Сунне в понимании праведных предшественников. И тем, кто придерживается принципа аль-валя валь-бара. В суре 97, аят 111, Аллах сказал: тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо него. И день воскресения мы соберем их, лежащие ничком, слепыми, немыми, глухими. И пристанищем будет гиена. Как только она утихает, мы добавляем им пламени. Я считаю, других доводов не надо даже приводить для искренних мусульман. Мы должны знать своих братьев по вере и поддерживать друг друга. Вести непримиримую борьбу с врагами ислама. Разоблачать скрытых врагов и доводить правду до искренних мусульман, которые находятся в неведении. Победа для нас – это утверждение на истине, исследование прямого пути, как предписано Кораном и Сунной. Мы же видим, имея столь сильную помощь и поддержку от кафиров, тем не менее, вот этим заблудшим группам им не под силу нас всех убить или пересажать. Мы видим повседневно, можно сказать, сотни пропагандистов, стукачей и троллей, которые работают на кафиров, пропагандируя их ценности. И миллионы долларов, можно сказать, кафиры выделяют для оплаты этим манкуртам. Ну, в любом случае, поставленную задачу они не могут решить, потому что это в руках Аллаха. А противовес вот этой машине маленькая группа людей из каждого народа, которые способны развеять вот эту всю ложь, которую нам навязывают, и ихнюю клевету, и, можно сказать, против которых у них нету ни аргументов, ни правды. И все это показывает, где ложь, а где истина. Мы повседневно, можно сказать, на всех площадках, в YouTube-каналах последовательно видим, как идут нападки на тех, кто стал на путь истины. Как ушедшие наши герои, лидеры и те, которые сегодня еще в этой дюне находятся.
можно сказать, манкурты и предатели на местах 24/7 занимаются тем, чтобы опорочить искренних мусульман, наших лидеров, многие из которых стали шахидами. Мол, они бытность своего правления якобы чем только не занимались. Похищали мирных, простых людей ради выкупа, хотя сами тут же утверждают, в частности, если взять Нохчи, вилаят Нохчичу, вот эти манкурты сами утверждают, что при правлении трехгодично, неполных 3 года правлений при правительстве Масхадова, что люди в Чечне перебивались изо дня в день. И тут же говорят, что вот похищали мирных, простых людей ради выкупа. Сами себя по факту, получается, противоречат. Какой выкуп у нищих и бедных, например, можно, украв человека, достать, например. Никаких фактов, никаких фамилий, ничего не приводят. Главное, чтобы лишь бы сказать, мол, при масхадовской власти ущемляли и унижали простых людей. И что все это было поставлено на поток. По факту все тем, чем занимаются сами сегодня манкурты, последние 26 лет, они в этом обвиняют искренних мусульман, без фактов и доказательств. Как говорится, не видя бревна в своем глазу, в чужом соломинку заметят. Главное сделать вброс, а факты и доказательства не главное. Предоставить факты и увязать это с нашими лидерами, с таким как Абдулла Шамиль Абу Идрис, Зелимханом Яндарбиевым, с Мавлади Удуговым, с Доку Абу Усманом и другими, у них не получается. Просто надо сделать вброс, как бы навести тень на плетень. А там пусть люди разбираются. Главное запустить слух, а джахили и слабые иманом мусульмане подхватят, распространят и как бы дополнят, что Шамиль был гороушником, Удугов был поддельником Березовского, Зелимхан Яндарбиев был агентом ваххабистов арабских стран, там Доку агент ФСБ, который получил $500 миллионов за провозглашение Эмирата Кавказ. А там пусть сторонники ислама, мусульман оправдываются. Вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, пусть оправдываются, пусть очищаются. Вот что мы сегодня видим по факту. А героями и генералами у этих же кафиров, у России, числятся те, кто обвиняет в этом нас и других, которых периодически награждают крестами, и миллионы и миллиарды отпускаются из казны этим манкуртам, чтобы они нас убивали, искренних мусульман. А по факту, получается, они себя выставляют как патриотами, героями, а тех действительно героев Уммы и Кавказа они хотят макнуть в грязь. И самое интересное вот в этих нападках, что никто не требует доказательства. Ихним бухтанам, не то, что там вот домашним манкуртам и предателям не предъявляют какие-то обвинения, даже вот тем дезертирам, которые сегодня проживают за пределами нашей Родины, которые в течение 26 лет сеют вот эту рознь и вражду между мусульманами, делая бухтаны и гибаты. Валлахи, никто им не объявляет ни вражду, ни приязнь, ни к предателям, ни дезертирам, которые, можно сказать, в унисон с домашними вместе сеют вражду и рознь между мусульманами. Вот недавно я помню случай, что мне скинули одно обращение одного участника одной группы, я его лично не знаю, наверное, хороший человек, иншаллах, я надеюсь, который, обращаясь вот к Зиндику Закаеву, требует от лица группы своих единомышленников, чтобы Зиндик предоставил доказательства своим бухтанам в отношении Доки Абу Усмана. Это где-то месяц назад мне кто-то скинул из братьев, я как бы слушал это.
Ну, я после этого не слышал, что после этого обращения те, кто ходят в театральную труппу вот этого зиндика, поставили ему условия или сделали предъяву. Иншаллах, нормально. В любом случае запись продолжается. У меня двойная запись, если что. А так у меня вроде бы все нормально. Хази солнце. Хорошо, Хэнс. Ну, а с параллельно запись хватина целамрос сайгмаллар. Если что, иншаллах, вторую выставим. А так прерваться. Вот никто, мы не видим, что даже вот само окружение вот этого Зиндика Закаева, что кто-то сказал: слушай, тебя конкретно обвиняют вот в твоих бухтанах, гибатах, мы в неудобном положении получается. Ты или обоснуй, или мы с тобой дальше уже как бы не будем играть в твоих вот этих кукольных спектаклях. Никто не сказал, я, по крайней мере, такого не слышал. Как говорится, мертвая тишина. И все по-прежнему, все его окружение ручкаются с ним, не чувствуют никакого запаха дерьма. Почему так получается вот у нас? Вроде бы все мы бьем себя в грудь, что мы самые лучшие, самые искренние мусульмане. А вот такие вещи мы как бы не можем разбирать между собой. Его окружение, допустим, взять отдельно вот этого зиндика, ему не предъявляет предъяву, потому что они все на одной волне, у них одна акида. Вот касательно вот домашние манкурты, которые в последнее время особенно акцентрируют вот такое внимание, что делают ударение, что при правлении Масхадова, что наши руководители и в целом большинство тех, кто как бы входил в правительство, все они как бы занимались похищениями людей при нашей власти. Вот сплошь и рядом мы видим, вот они не приводят никаких фактов, а в общем наговаривают вот на искренних мусульман. Вот если касательно вот этого примера взять пример только одной моей семьи, моего отца, человека, ветерана труда, можно сказать, при советской власти, был передовиком производства, образованным человеком, который абсолютно не имел никаких отношений ни к правительству Масхадова, ни к правительству Джохара Дудаева и происходящему. Уже в возрасте пожилой человек. Его похитили первый раз вместе с женой Доки Абу Османа и 6-месячным сыном на руках. И удерживали на базе полгода у Адама Демилиханова, ставя условия Доки примерно, в устной форме. Или они убьют отца, и жену и сына, или пусть он сложит оружие. Вот это, по мнению вот этих манкуртов, это у них как бы является справедливость. Меня также после начала Второй войны дважды я оказывался в плену у кафиров, у тех же манкуртов. Без какого-то обвинения или каких-то предъяв. То есть вот одна моя семья и нас, можно сказать, 5 человек в общей сложности. Отца дважды похищали, и в их руках там он и скончался. Меня дважды похищали. Вот это только одна семья. Это фамилии, факты. А что говорить в целом по республике? А эти предатели и манкурты имеют наглость заявлять, что кто-то кого-то похищал, кто-то что-то продавал в период 2 войн. Валлахи, я просто не могу понять, откуда такая наглость, такая некомпетентность. Это, валлахи, если грубо выразиться, человек, который полностью накакал свои штаны и там обвиняет
рядом стоящего, что он вроде бы где-то что-то пукнул. Вот такая ситуация сегодня, если послушать вот этих людей. Да, период войны, я помню примерно, были такие случаи, что военнопленные были. Захватывали, удерживались, захватывали их, удерживали их. Ну, тем не менее, после каких-то переговоров, в большинстве случаев, я помню, что их возвращали, отдавали. Вот мы помним же такое время, старшие в любом случае помнят, период Первой войны, когда оккупантам удалось вытеснить обороняющих чеченцев из города, далее они уже как бы создали марионеточную администрацию Завгаева. Хази. Хорошо. Сайни гиер барахлитеш. Ну ладно. Вот мы помним же вот период Первой войны, когда оккупантам удалось вытеснить обороняющих чеченцев из города, а далее они как бы создали в Грозном администрацию Завгаева, Хаджиева под пафосными лозунгами о своей победе и восстановлении республики. Вот тогда вот я помню лично, что вот эти национал-предатели начали открывать совместный бизнес с кафирами, с жидами, понавозили их со всей России, за пределы России даже, и который, можно сказать, идет война у нас в республике, и на крови нашего народа они строят свой бизнес и наживаются. Вот я не могу понять, почему вот в такое время, вот те времена, вот этих людей нельзя было взять в плен, если шла война, с целью для того, чтобы в дальнейшем обменять или потребовать выкуп. Если когда вот этот метод, всю свою историю Россия практиковала над нашими народами, а мы только отвечали тем же. Так что стараться запятнать имена наших лидеров и наших героев не получится. Приведите факты и доказательства, фамилии, имя, отчество, число и год и место пленения или захвата, и причина, по какой причине они были захвачены. Тогда можно что-то обсуждать. А строить какие-то заячьи спектакли, обвинять искренних мусульман, иншаллах, никакой основы в этом нету. И никто из здравомыслящих людей как бы это по факту не примут. Повторять одну и ту же мантру, воровали, на цепях держали, я помню недавно ролик, где вот этот Муртад сидит примерно, Даудов Мухаммад рассказывает, людей на цепях держали, продавали. Приведи примеры, опять повторяю, факты и доказательства. Где, когда и за что. Какие-то эпизоды были наверняка в те времена. Они по всему миру и в каждой республике, и в каждой стране есть такие случаи. А у вас это на протяжении 26 лет сплошь и рядом. Вы во главе со своим Ахматом, на пути Ахмата, да, Кадырова, тысячами отдавали списки ФСБ. И людей после этого похищали, пытали, насиловали, убивали. Мы же помним призыв Ахмада Кадырова. Надо убивать в чреве матери. Вот это есть путь Ахмата. Вот когда кто-то что-то хочет сказать про путь Ахмада, пусть вспомнит слова вот этого Ахмата. Как он призывал убивать младенцев в чреве матери. Для нормального мусульманина, я считаю, это достаточный довод, чтобы больше ни о чем даже не разговаривать. В суре 49, аят 6, Аллах сказал: «О те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невиновных людей, а не то вы будете
сожалеть о содеянном. Вот вы нечестивцы и распространяете вот эту ложь, делая бухтаны на героев Кавказа и Умы. Вот касательно похищенных людей, похищенных вот те времена людей, Аллахи, просто навскидку приведу наиболее вот знаковые похищения, которые у меня отложились в памяти. Мы помним, похитили генерала Власова, потом генерала Шпигуна. Обе они являлись представителями Российской Федерации, Чеченской Республики и являлись нашими врагами. Там по факту, можно сказать, по Власову, там все факты мы знаем. Там упоминалось фамилия, имя Бауди Бакуева, никто этого не скрывал. И Власов являлся нашим врагом. А кто похитил Шпигуна, там достоверных, окончательных фамилий сегодня никто так и не приводил, хотя есть доводы, там, догадки, примерно. Вот эти два случая я помню. Потом был случай, что похитили инженеров с Англии. Мы все помним об этом. 3 британцев и 1, по-моему, новозеландец там был. Они по факту являлись агентами английской телекомпании. Были похищены, по-моему, в 1998 году. И позже были убиты, примерно. И их головы были выставлены на трассе, примерно, для устрашения. Они работали по крупному контракту нашей республики вместе с Чечен-Телекомом, которым управлял на тот момент именно вот тот зиндик, за которого мы сегодня говорим, Закаев. Он их и завез, он их должен был и охранять, и содержать по факту. Вот надо спросить у зиндика и его подельников, которые сегодня тоже живые, как Ахмадов, Увойс и другие примерно. Вот у них надо спрашивать, кто их похитил. Далее я помню, что вот были 2 полячки, насколько я помню, их называли польскими учеными-экологами, которые приехали накануне войны примерно проверять нашу экологию. И вот я помню, что их тоже в начале 2000 года освободили. Вот опять у меня вопрос и к предателям, и к дезертирам. Кто их похитил? У кого они содержались? Я подскажу, надо спрашивать у зиндика Закаева и его окружения. У кого содержались, кто их отдал. Также после начала войны мы помним, что вот убийство Бадри Потатаркачашвили, или как его там, грузинский бизнесмен, ближайший друг и партнер Бориса Березовского, который тоже убили где-то в Лондоне в 2008 году, по-моему. Вот. Надо спросить примерно, кто получил за его убийство $1,5 миллиона. Опять я вам даю направление, у кого надо спрашивать. У зиндика Закаева. И куда эти деньги делись? Я знаю, что не на джихад они ушли. А так наводить тень на плетень, что Шамиль Басаев или Доку Умаров или кто-то либо другой там воровали людей, продавали этих людей. Приведите факты. Военнопленных брали, да. А так не надо наводить тень на плетень. Сегодня в республике муртады и вот эти манкурты повседневно воруют людей. Я сам очевидец многих таких фактов. Мы же помним, перед провозглашением имарата Кавказа многие видео и по сей день есть в Ютубе, когда заявления делались вот дезертирами во главе с Зиндиком, с Увайсом Ахмадовым, с Халимовым, с Фаруком и другими, мол, мы будем разоблачать действия, неправомерные действия Доки Абу Усмана, который предал чеченцев, мы не дадим обиду муджахидов. Я, Ахмадов, Увойс, Урус Мартана, мы же помним вот эти видео, но мы не помним и не слышали ни один раз, чтобы они
по факту разоблачали самих себя или свое окружение, как и домашние, так и здесь на улице дезертиры. А вот наговаривать на тех, кто отдавал свои жизни на пути Аллаха, вот у них в этом, да, наглости хватает. Наглости хватает и не стесняются. А пора бы уже заявлять, раскрывать, кто на чем был и кто за что продался. Валлахи, есть на чем задуматься, что домашним, что тем, кто находится за пределами нашей Родины. Чем раньше осознаете, чем раньше будете как бы искренними перед Аллахом, зачтется как в этой жизни, так и в судный день. Также мы помним, что есть много слухов, что Березовский тоже был убит как бы по наводке его ближайших друзей. Так что есть над чем подумать, кто были его друзья, с кем он водился, примерно. Мы сплошь и рядом видим, что как бы Березовского постоянно спаривают с Мавлади Удуговым, хотя никаких отношений после работы в правительстве, я более чем уверен, Мавлади Удугов с Березовским не имел. А кто непосредственно с ним дружил и кто его вел, опять мы знаем, это был Зиндир Закаев. И слухи о том, что ближайшее окружение подставило Березовского, есть над чем подумать. Факты и только факты. Мы же не помним ни одного случая, чтобы вот в этих делах, вышеперечисленных, проходили имена Абдуллаха Шамиля Абу Идриса, Доки Абу Усмана, или Зелимхана, или Мавлади Удугова. Не было таких случаев. А наговаривать можно все, язык без костей. Перекладывать как бы все с больной на здоровую голову. Мы же помним вот в прошлом, как наши муджахиды делали диверсионные операции. Первую войну Буденновск, Первомайск, во вторую войну там Норд-Ост, Беслан наиболее такие знаковые. И все в унисон, и предатели, и дезертиры, и джагили, и трусы, все визжали. О, что это терроризм, что это недопустимо трогать мирных людей. Хотя ни в одном из этих операций ни руководители, ни сами муджахиды не планировали посягать на честь или убивать мирных людей. Все это за них делало тот же Альфа, Вымпел, ФСБ и все другие, которые убивали этих заложников. А сейчас, в настоящем, когда сегодня мы видим каждый день и Украина, и Россия только и занимаются убийством мирных людей. Вот все эти защитники демократии, которые визжали тогда без устали, сегодня, можно сказать, языки засунули в одно скромное место и не хрюкают. Не те, кто за Украину сегодня выступают и не осуждают Украину, и не те патриоты, которые стоят за Россию сегодня, также не осуждают Россию за убийство мирных людей. Если это не лицемерие, что это? Хотя, чего ожидать от лицемеров, кроме лицемерия? Вот даже последние события, мы помним, Геленджик, там вот купающие люди на море примерно, 6-7 человек, по-моему. Вот после этого в Татарстане там узбекских даже граждан попали вот в этот замес примерно. Москва, которые там люди ужинали в ресторане также. В Киеве мы видим сплошь и рядом в спящих домах убивают людей примерно. Но никто это не говорит, что это терроризм или теракты. Вот из числа наших вот этих муртадов, дезертиров. Вот что мы сегодня должны видеть примерно. А тогда все в унисон кричали, это как бы спецслужбы управляют, специально заставляют, чтобы на нас вот такие как бы клеймо на нас поставить, что все это делается по заданию тех же спецслужб. Субханаллах.
сам ничего не делал и как бы других во всем обвинял. Вот такая ситуация сегодня мы видим сплошь и рядом. Вот мы видим, опять распространяют пропаганду, что при правительстве Масхадова, что никаких прав у наших людей не было, что мы, как бы, можно сказать, все были заложниками у того правительства. Но никаких фактов этому никто не приводит. Хотя у нас очень много фактов и рассказов от самих очевидцев, как вот строился путь Ахмада и как он продолжает строиться по сей день. Валлахи, я считаю, что я лично один даже являюсь вот, свидетелем многих событий вот, касательно избиений и унижений людей, простых людей в самых извращенных формах, где главным извращенцем и как бы деспотом выступал сам лично Рамзан Кафыров, Успай Вахид, вот этот патриот-монгол и многие другие. Тюрьмы были постоянно переполнены. Счет на людей шел не на десятки, не на сотни, а на тысячи. Именно на тысячи шел счет. Как заключенных, так и убиваемых. И много случаев, много живых свидетелей, как в самой системе, и тех, кто выжил и остался. Я же говорю, я сам свидетель, вот будучи в плену в Хоси-Юрте, как привозили людей ни за что. Вот помню один случай, что привели там человека, который приехал с Калмыкии в гости себя на родину, и его как бы кинули ко мне в камеру. Когда я у него спрашиваю, за что тебя взяли, почему, ну, вроде бы такой с интеллигентной семьи, вроде бы неплохо там обустроены в этой жизни, вроде бы калмыки там где-то в правительстве работал, у него отец работает, по крайней мере так он объяснял ситуацию. Он говорит, валлахи, я не знаю, за что меня взяли. Вечером, говорит, во дворе там вышли с ребятами, ну, кто в микрорайоне там где-то, нас было, говорит, 5 или 4 человека, говорит, одна девушка и 3 парней, говорит, мы сидели, и там опять, говорит, политика, разговор зашел, я, говорит, сказал, что вот Масхадов, я считаю, что он был порядочным человеком, мол, у меня вот такое мнение о Масхадове. Вот я перебираю в памяти после того, как я приехал, что перед кем, что я сказал, вот единственное, вот что я могу сказать, вот в присутствии вот этих 4 человек, 3 мужчин, 1 женщина, ну, мои ровесники, говорят, я их с детства знаю, вот я выразился в отношении Масхадова, и его взяли, привезли, хорошенько побили, где-то неделю он там сидел, ну, видимо, домашние спохватились, там нашли какие-то каналы, его как бы живым получилось вытащить. Валлахи, я помню, при мне было несколько случаев, что именно вот приводили женщин, которые непосредственно работали вот в системе Кадырова, которые в свое время не пополнили фонд Кадырова. То есть в свое время как бы не внесли примерно квоту, там, дань. И их приводили примерно, и при мне или меня в соседней камере, или меня в соседнюю камеру переводили, и часами крик, стон и разорванная одежда. И при всей роте примерно этих людей вот так выпроваживали, чтобы другим неповадно было. И вот эти люди еще имеют какую-то совесть говорить о каких-то нарушениях прав людей при правительстве Масхадова, когда тот же начальник ФСБ, примерно, Степашин, на тот момент заявлял, что на тот момент в республике работало 40 тысяч агентов ФСБ. И вот эти люди сегодня как бы обвиняют нас в чем-то. Субханаллах. Вот вспомнил другой пример. Вот был такой случай у них. Кинули мне, не то что кинули, а как бы под ручки занесли одного молодого парня,
И как бы бросили на пол, примерно. Он без сознания, короче, весь в крови, вся одежда в крови у него, ну, лицо, соответственно, чистое. Ну, я его как бы поднял, на свою койку уложил, там одна койка, там камера у меня где-то 2,50 на 2,50, вот такого размера. И мне где-то после 6 месяцев содержания, мне как бы я выпросил у них койку, у меня проблемы со спиной, ну, как бы пожалели меня, дали койку. Я его на эту койку примерно уложил, и 3 дня он был без сознания. Я его как бы водяные примочки ему делал, немного давал воды, ни разу ему кушать не приносили. И когда он пришел к себе примерно, и в разговоре я у него спрашиваю, ну, таких случаев было много, для меня это было не в новизну, я спрашиваю его, тебя за что, мол, так опустили примерно? Он говорит, я как бы, ну, без разрешения в самоволку пошел. Говорит. И я помню, вот у них там кучами привозили палки, чтобы вот избивать своих людей. Вот. И эти палки у них ломались примерно, они били как скотину людей. И они потом придумали, вот, высоковольтная линия, примерно, у него внутри начинка, стальная начинка, а внешняя оболочка, она как бы сделана из мягкого провода. Вот они там, метровый кусок вырезают, один кусок загинают, его изолентами забинтуют, чтобы руке было более удобно. И вот этим прутом они вот били своих рабочих, своих служащих. Валлахи, валлахи, я говорю, просто до полусмерти избивали людей, и после каждого удара приговаривая, я мать твою имею примерно. И вот эти люди сегодня, если их можно назвать людьми, они сегодня посягают на честь и достоинство каких-то людей, абсолютно которых не видели, не знали, понятия не имеют, кто они такие. А вот как бы разнарядка свыше спускается, вот они все это озвучивают. Я говорю и тем, кто на улице, и тем, кто дома, опровергните меня, если я говорю неправду. Сколько раз вот эти служащие кадыровцы стреляли в себе в ногу. При мне было 4 случая, чтобы уволиться с работы. Вначале их заманивали на работу, обещая, что вот большие деньги будут, и они будут работать в охране своего села от ваххабитов и федералов. А потом понемногу вовлекали в войну муджахидам, ломились в чужие дворы, терроризируя родных и близких муджахидов. И потом, уже осознав свою ошибку, люди, когда уже хотели уходить, их абсолютно не пускали. Вот с самого начала своего правления вот этот режим, путь Ахмата, о котором сегодня много говорят, вот они первым, что они сделали, они прибрали всех женщин в республике легкого поведения, и которые все были практически поставлены на конвейер доносов. Вот этого парня, который приехал с Калмыкии, по его соображению, он сам говорил, это вот девушка меня, видимо, на меня что-то там наговорила. А за это им, соответственно, там гонорар какой-то шел. Одновременно пользуясь их интим-услугами, ставя их как бы на финансовое довольство, они по всей республике вынюхивали вот эти девицы легкого поведения и сливали всех подозрительных, собирая всевозможную информацию, получая, соответственно, за это свои преференции. Вот для этого специально даже создавались, устраивали такие точки, открывали кафе для них, они там работали, соответственно, кафе много людей, моечные станции открывали для машин. Ну, все, что как бы востребованные точки на тот момент. Шла тотальная прослушка всех и всего. И любой донос поощрялся материально. И виновного, в кавычках, сразу забирали. У нас в республике выстроена система, что 3 человека, практически 3 человека вместе боятся говорить.
о каких-то насущных проблемах. Валлахи, это факт, сегодняшний факт в республике. 3 человека вместе, чтобы они стали и начали обсуждать, там, возьмем тот же путь Ахмада, никогда не сделают. Настолько потеряно доверие среди людей. Вот касательно вот этого можно привести вот еще один такой пример. 2013 год был, по-моему. Вот на автомойке на западной окраине села Гелдаген, это родовое село вот этого Магомеда Даудова, вот этого манкурта. Там на автомойке, мы помним, старшие в любом случае должны помнить, там вот на окраине села находилась заправка и автомойка. Вот, по-моему, и улица была такая же знаменательная, Ахмада Кадырова, вот на пути Ахмада Кадырова. Вот там мы помним, что были убиты 2, по-моему, родные сестры и 3-я то ли родственница, то ли подружки. Вот они работали там на этой мойке, сейчас я даже их фамилии вам найду. Вот они как бы работали на этой мойке примерно, арендовали вроде бы это помещение, а по факту, там, как все было, мы и не знаем. Они, видимо, там работали и ночевали. И вот поздно ночью приехали люди Даудова. Некоторые говорят, что он сам был во главе на VIP-машинах. И потребовали, чтобы помыли машины. Они уже, видимо, спали поздно, ночью это было. И, видимо, у них там еще и воды не было. Ну, там, видимо, начали пререкаться. И итог такой: групповое изнасилование, избиение, затем расстрел. И все, примерно, выбросили эти тела. По-моему, так, насколько я помню, их так и не нашли. Утром только посетители увидели там кровь, вот этот разорванной одежды, там вот все записи с камер АЗС исчезли. Вот они. Сестры Сацита 24-25 лет, Зарган Зарема 22-23 года. Это 2 сестры 1990 года, вот это Зарема. И ихняя знакомая Залина Жабирова. Вот 3 девушек, можно сказать, просто ни за что изнасиловали, убили. И это сделала вот группа во главе с Даудовым Магомедом. А этот упырь сегодня сидит и говорит, примерно, людей держали на цепях, похищали, Субханаллах. Насколько я помню, там вот фигурировал имя, по-моему, вот некто рейнджер, по-моему. Ну, многие говорили, что и сам Даудов был вот в этой компании. И все сегодня любят обвинять правление Масхадова, вот эти неполных 3 года, изнуренные, можно сказать, войной, разрушением, без каких-то там дотаций, никакой экономики, и 40 тысяч агентов ФСБ, и они ожидали, видимо, что за 3 года примерно можно что-то сделать. Тем более, я лично был уверен, что война не сегодня, так завтра начнется. Вот по факту ситуация вот такая, чтобы молодежь знала примерно, чтобы молодежь не слушала вот этих идиотов. Вот, а касательно изнасилования, там, унижения людей в системе кадыровцев, валлахи, это было дело настолько привычным для них. Мою камеру, опять, как бы мою бытность, 4 человека или 5 даже были, которые там периодически, которых сажали на 7 суток. Когда уже разговор, они наедине, когда со мной оставались, они были мягкими, пушистыми. Они вот рассказывали, ну там, ну она сама виновата, там туда-сюда, не надо было там как бы поддерживать отношения, улыбаться примерно. Зачем она ко мне в машину села, вот насиловали людей, их за это 7 суток им давали.
за то, что обесчестил чью-то дочь, сестру. И почему не насиловать, почему этим не заниматься, если тебе за это дают 7 суток и, можно сказать, дают кушать по высшему классу. Спишь и отсыпаешься, примерно. От ни строевой, никакой службы, примерно. Это только в удовольствие, примерно. Можно выходить и опять кого-то изнасиловать, опять, чтобы тебя сажали на 7 суток. Вот когда они оставались 1 на 1 со мной, они как бы вот, 7 суток, или 3 суток, или 5 суток, или месяц за самоволку, когда вот человек остается с тобой наедине, он о многом с тобой делится, рассказывает, тем более они все были как бы возрастом, годились мне как бы дети. Вот они вот много вещей рассказывали, то, что творится между ними. Вот Кадыров Ахмад, когда выезжал в Москву, примерно, с Хоси-Юрта, примерно, начиная от самого Хоси-Юрта, в первую очередь до границы, иногда и до самого аэропорта, говорит, выставляли вот дозоры, говорит, каждые 200-300 метров на как бы длину видимости, примерно. По 3 человека в каждом дозоре, примерно. И вот с их слов я тогда помню, что у них основной это вот там консервы, водка, сигареты и вот этот насвай. Вот, говорит, мы должны были стоять, держать этот дозор до самого возвращения вот этого Кадырова, пути Ахмада. А Ахмад уже в Москве там после приема со своим шефом, со своим паханом Путиным, Путаной, да, после этого там еще должен был отгужбанить со своими поддельниками, по бабам походить. И пока он вернется примерно, вот эти на местах уже сидели на водке, на сигаретах, на наркотиках. Вот они сами рассказывали, валлахи, биллахи, таллахи, рассказываю из их слов. Далил, фактов нету, но я 100% знаю, что это правда. Многие из этого села сами рассказывали, что есть много рассказов, как бы, что многие говорят, что вот наше село, оно проклято, мол, и наказание будет неминуемым. Вот сами вот жители вот этого села, видимо, в своей среде рассказывали вот такие вещи, что Аллах не простит все, что мы сегодня делаем. Вот они сами мне говорили, валлахи, Ахмад, если эта война закончится, то вы там, кто как бы подальше от нас живет, от Хоси-Юрта, вы нас не достанете, говорит. Нас вот соседние села разорвут, говорит, просто. Настолько большой предел вот над соседними селами осуществлялось, говорит, из этого села. Очевидцев и свидетелей, валлахи, вот этого предательского пути Ахмада очень много. Многие, которые сами также являются соучастниками, ну и одновременно конкурентами за влияние и наживы, да? И поэтому некоторые из них как бы сливают дозированно информацию по указанию своих кураторов из ФСБ. Но многое еще придерживают. Видимо, еще не время. Мы просто ужаснемся, когда узнаем, на чем выстроен вот этот путь Ахмада Кадырова. Вот одним из таких персонажей я хотел бы как бы упомянуть, есть такой предатель Манкурт примерно, чеченского, ингушского народа, Башир Куштов. И у него есть также поддельник Катиев Ахмед. Вот Башира Куштова простые люди, как бы обыватели знают, в первую очередь, насколько я могу судить, что он как бы является мужем Оксаны Нечитайло, украинка такая, под более известным сценическим псевдонимом Сагдиана. Вот это муж вот этой Сагдианы, они любят совместные фотки делать. Вот этот Куштов Башир, враг чечено-ингушского народа, враг Аллаха и мусульман, вот агент ФСБ 100%. Он продавал пленных чеченцев
и даже продавал тела убитых муджахидов родным за деньги. Вот лично Башир Куштов курировал даже мой вопрос, когда я был в плену у кафиров. Приезжал, присылал людей к моему отцу, оговаривая сумму, мол, если вот такие деньги найдешь, мы тебе, Ахмада, привезем, $500 тысяч найди, сына можешь увидеть примерно. И когда отец сказал, я и $5 тысяч не смогу собрать, примерно, откуда я такие деньги возьму, улыбнулся примерно, говорит, и ушел. Сам, насколько я как бы наводил справки, коммуникабельный, общительный, умеет как бы расположить в себя собеседника, войти в доверие, как говорится, без мыла. Вот также вот этот Куштов по неуточненной полностью, можно сказать, такой информации, которую я имею, также замешан в подрыве машины с оружием, где вот с шахидами у нас стали во главе с Абдуллахом Шамилев, Иса Куштов и другие братья, которые взорвали машину, и они стали шахидами. Вот, что вот этот Куштов имеет отношение вот к этой операции. Однозначно он тесно сотрудничал вот с киллером Зоной, который работал тогда на грузинские спецслужбы и на российские спецслужбы, которые совместно с грузинскими спецслужбами отправили вот эту машину в Чечню. Также мы, даже есть кино, видео в Ютубе, что после этого уже Куштов в дальнейшем уже в Турции встречался вот с тем же Зоной и с некто Умаром из Европы с целью покушений на представителя сопротивления Имарата Кавказ на тот момент. Есть фильм насчет этого, вот Зона сам записывал вот этот фильм. Как передача денег происходит, обсуждает фамилии, имена людей, кого надо списать, кого надо убрать. Вот у этого Башира Куштова есть подручный такой Катиев Ахмед по кличке Хафиз. Также по моей информации, которую я имею, также является агентом ФСБ и одновременно шестеркой Куштова Башира. Хотя вот этот Ахмед Катиев не так разрекламирован как бы по женской части, как вот Башир Куштов вот, со своей женой. Хотя у Ахмеда Катиева больше шансов быть узнаваемым вот в отношении этого, потому что через Куштова, через, можно сказать, именно с подачи Куштова, с подачи того же ФСБ, вот этот Ахмед Катиев был познакомлен с Рамзаном через посредника. Вот есть такой Хасу, который многие знают, который является сторонником нетрадиционной ориентации. Вот через его связи примерно вот этого Катиева Ахмеда познакомили вот с Рамзаном. И, можно сказать, в дальнейшем, чтобы как бы уже, видимо, по заданию ФСБ, приблизившись к Рамзану Катиеву, вот этот Катиев Ахмед, можно сказать, чтобы укрепить уже свою дружбу, закрепить свою дружбу, женился на одной из жен Рамзана Кадырова, бывшей, наверное, соответственно, из ее гарема. А все это уже делалось по заданию ФСБ с далеко идущими целями. А как бы прикрытием являлся сам Башир Куштов. И по его поручению все это Ахмед и делал. А Куштов, соответственно, обещал и финансовую поддержку, и крышу от ФСБ. Много слухов было на тот момент, что Рамзан и его окружение пытались вернуть эту женщину из гарема, но так и не смогли. Видимо, ФСБ прикрыла вот этих двоих. Соответственно, честь Рамзана была попранной. Ну, не все знают об этом. Как так? Если даже бывшая жена Рамзана, как ее могут взять жены другие простые смертные, да? Рабы, по мнению Рамзана.
Но, тем не менее, ФСБ тогда защитила и Куштова, и вот этого Катиева. Вот таким образом, женившись на бывшей жене вот этого придурка, Катиев полностью, можно сказать, завладел всей информацией внутренней, женской информацией, которая, как бы, можно сказать, ну, была как бы закрыта для многих. Вот весь тот разврат, даже внутренний, семейный, что вот этот придурок вытворял, даже в кругу своих женщин, вот эту всю информацию вот о семье Рамзана изнутри вот Катиев слил в ФСБ. И, соответственно, весь компромат находится сегодня у ФСБ. Даже вот мы помним, в Ютубе была передача про то, как вот Рамзан создал вот свой гарем. Вот есть информация, что в основном вот эта передача составлена из той информации, которую слили Башир Кустов и как бы Катиев Ахмад. Как говорится, предателю предательская жизнь. Возле предателя бывают только предатели. А у предателя всегда бывает собачья жизнь и собачья смерть. Я, наверное, уверен, что Рамзан не забыл своего друга Катиева Ахмада, а Куштов Башир также, по моей информации, является ближайшим другом как бы раба Рамзана Адама Демирханова в Москве. Вот у них вот такая преданность, вот такая дружба между ними. А вот этот Ахмед Катиев, по последней информации, если она достоверна, я слышал, что он под крышей Евкурова сегодня как бы создал батальон РЗ, не сегодня, но в недавнем прошлом, после начала украинской войны, российско-украинской войны, и который занимается набором, обучением наемников из числа галгай, ингушей для войны на Украине. Вот такие дела, как говорится, скажи, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Вот весь этот путь Ахмада Кадырова, это сатанинские игры под названием вот этого пути. И все, кто соприкасается с этим путем, в любом случае становится сознательно или невольно войском Иблиса. Я также помню, что вот этот Катиев Ахмед обвинялся в убийстве какого-то муджаида, фамилии не помню, фамилия, по-моему, была Аушев, но имя не помню я точно. Если вот рассуждать об этом пути, валлахи, информации выше крыши, просто люди сегодня скрывают все это до лучших времен, видимо, ждут такого момента, чтобы наивыгоднейшим образом слить вот ту имеющую информацию. Вот я и раньше упоминал, вот есть представитель Рамзана по странам Ближнего Востока, Северной Африки, Зияд Сабсаби, вот человек, который может многим поделиться, имеет очень большую информацию о вот пути Ахмада, пути Ахмада Кадырова. Вот можно сказать, человек делился с Ахмадом всем, что он имеет, всем, без исключений. Так вот, в последнее время я часто, несколько раз упоминал депутата двух созывов Аднана Музыкаева Государственной Думы России, который тоже в одно время как бы проснулась совесть, что ли, хотел поделиться имеющими информациями, поделился с одним человеком. Ну, сейчас что-то притих, видимо, или сигнал какой-то получил, или ждет какого-то более лучшего момента. Так что в любом случае свидетелей вот этого пути, иншаллах, еще есть в живых. Я надеюсь, что в текущих процессах, как только ситуация начнет меняться, мы на наши головы
ну, как бы сольют столько информации, что у нас волосы будут дыбом вставать от этого пути. Я и раньше рассказывал, вот когда я был в плену у кафиров, у этих муртадов Хоси-Юрти, я помню, вот в первом случае, уже после моего побега, они меня как бы другую камеру, другую роту перевели. Вот в первом случае я помню, что в соседней камере держали женщину. Я ее как бы через глазок, когда ее выводили, видел примерно несколько раз. Вот они ее, можно сказать, каждый день насиловали, вот эту женщину. В первую очередь, ну, пофамильно, если называть, то первым, кто это делал, это был Успаев Вахид. На тот момент возглавлял полк Ахмада Кадырова. Вот под видом, что он приходит на допрос, вот он систематически, можно сказать, через день, лучше, самое большое, через 2 дня приходил к ней на допрос. В течение 1 месяца они ее держали там, и каждый день они ее насиловали. И каждый день, я помню, она, когда еду приносили, она у дежурного как бы просила разрешения, чтобы дать ей искупаться. А я понимал, почему она это просит, почему она это делает, ну, для намаза, чтобы быть чистой. А эти твари, можно сказать, каждый день занимались, вот эти извращенцы насиловали вот эту арестованную женщину, лет 30, молодая женщина. А вот эти 120 человек вот в этой роте, все знали, что там происходит, что они делают. Вот эта рота, где вот мы помним, она как бы, там они положили еще раньше вот убитого нашего президента эмира Абдул-Халима Садулаева тело, вот буквально там 10 метров от этих камер вот происходили вот эти события, ролик есть в Ютубе. Вот работа вот этого пути, вот работа этих людей. Вот рассказы от ближайшего окружения Рамзана на тот момент. Был такой парень, которого тоже подсадили ко мне, Кота его звали. Он как бы сосед вот этого монгола-патриота. Тоже, его тоже, по-моему, зовут Кота, вот этого монгола. Они как бы тезки были по именам. Поэтому я его и запомнил. Вот он рассказывал, когда он был близок с Рамзаном, вот в начале вот этого пути, то к нему было настолько сильное доверие со стороны Рамзана и самого Ахмада, что они практически от него ничего, говорит, не скрывали. Но он такой, вроде бы, парень дерзкий у них на селе был. Я, говорит, в любой ситуации всегда как бы за торпеду у них шел, говорит. И вот он рассказывал, что вот в кабинете примерно, в кабинете или в комнате какой-то, вот стоял сейф, говорит, примерно, где-то большой размером 2 на 2, с 2 дверями, говорит, типа того, ну, с его слов я помню. Полностью, всегда, говорит, был до отказа забит долларами, говорит, и вот этими российскими купюрами в пачках. Никогда, говорит, передо мной дверь не закрывали, говорит. В основном в прессах привозили, говорит, деньги. То есть, получается, со слов этих манкуртов, кафиры отпускали такие деньги этим манкуртам, чтобы они как бы жили по исламу, по законам шариата, как они сегодня любят выставлять свою систему, чтобы они жили по нашим адатам. А получается, мы должны в это верить. Также я помню, один из присутствующих на этой свадьбе мне рассказывали, вот со села Умалтюрт, раньше она была пригородным, вот была свадьба у Байсарова Руслана, тоже поддельника Кадырова, манкурта, муртада, да, и туда был приглашен Рамзан. И там в процессе вот трапезы, песен, танцев, плясок, там аккуратно Руслан промежду дел вынес дипломат, ну вот этот пополнение фонда Кадырова, и как бы передал патриоту. А Рамзану как бы на ушко, видимо, прошептал, мол, ты знаешь, сколько там.
А Рамзан, ну, под датой, под кайфом, как бы в ответ, говорит, я сколько там не знаю, говорит, но я знаю, сколько в помещении помещается в хранилище 3 на 3, говорит. То есть вот это есть путь Амата. Мы же помним, я еще раз говорю, как Степашин заявлял, что у них работало 40 тысяч агентов в Чечне, информаторов ФСБ. Всю черную работу вот делали вот эти люди. А в изнуренной, разрушенной республике тогда какие возможности были у нашего правительства, если так исходить? И тот же Кота, вот я помню, рассказывал, когда я, говорит, был лояльным, мне в одночасье построили, говорит, двухэтажный дом, соответственно, женился, говорит, было уже 2 детей, говорит, ну, уже начал понимать, что что-то это ненормальное, говорит. Я подсел на наркотики, а иначе по-другому, говорит, выживать было очень сложно, говорит. И я, говорит, никого не предупредил, в один день, говорит, взял, снялся, говорит, и уехал в Россию, говорит, на Дальний Восток. И что вы думаете, как поступил Рамзан? Он на 2-й же день, как узнал об этом, выселил семью с этого дома, послал бульдозер, и вот этот дом разровняли. Те, кто проживает в Хоси-Юрте, знают, что было, о чем я сейчас говорю. 2 детей с женой выселили, дом разровняли полностью. Потом по линии ФСБ его объявили розыск. И, соответственно, уже ФСБ его нашли его на Дальнем Востоке и вернули в Хоси-Юрт. И после определенной процедуры, уговоров, там, профилактики, он опять вышел на работу. Ну, видимо, таран нужен был, вот такой человек нужен был тогда, на тот момент, Рамзану. А то, что его там, вот, я помню, вот рота, которая охраняла, вот, она находилась у самого въезда в Хоси-Юрт, многие знают, о чем идет речь, но чувствовала, что этот Кота имел вес влияния среди молодежи. Ему лет 27-28 на тот момент, не больше было. Ну, ровесник Рамзана он был, насколько я помню. И он опять, ну, пришлось ему опять выйти на работу. И он говорит, буквально там месяц-полтора мне опять лучше прежнего, дом больше прежнего, лучше прежнего построили дом. Я опять как бы завез семью, начал по новой уже как бы работать, продолжать, хотя никакого желания, говорит, не имел. Также он рассказывал на одном из вечеринок, где любили отрываться, вот ближний круг Рамзана. Нас, говорит, было человек 30, там помещение, говорит, большой зал, сауна, говорит, там бассейн, ну, со всеми делами, говорит, там развешанные вот эти шарики, короче. И, видимо, у них там была привычка примерно иногда выключать свет для того, чтобы присутствующие как бы поближе познакомились друг с другом. И вот момент выключения света, там, по-моему, если я не ошибаюсь, он называл имя Раян, такой был тоже в окружении Рамзана из его охраны. Он, видимо, там булавкой проткнул один из шариков, который висел в помещении после выключения света. И там вот такой хлопок, говорит, произошел. И вот это Кота рассказывает, говорит, и мертвая тишина, говорит, ни стука, говорит, ничего. Я, говорит, кинулся, ну, примерно знал, говорит, где включают свет, говорит, общий свет, к рубильнику, говорит. Когда я свет, говорит, включил, говорит, примерно, стоящим, говорит, в зале оказались, говорит, только я и вот этот Раян, говорит, примерно. Все, говорит, находились или под столом, или за диванами, говорит. И вот такая смелость и отвага была вот у ближайшего окружения вот этого придурка. Соответственно, вот, видимо, Коту за его безбашенность и смелость тогда, видимо, Рамзан как бы был в нем как бы востребован, он для Рамзана был востребован. И вот в другом из таких вечеринок он же мне рассказывает, что Рамзан, говорит, там накидался, говорит, напился примерно, уже заснул, говорит, и спал, говорит. Ну, я, соответственно, чтобы его, как бы, даму сердца
как бы, чтобы она не скучала, как бы, говорит, немного поухаживал за ней, говорит. А уже через 2 или 3 дня, видимо, кто-то это донес Рамзану, что как бы не по праву, мол, твоей дамой там твой друг кота овладел, типа того. И его опять заковали в наручники и бросили в тюрьму. И вот после того, уже после моего побега, я, когда интересовался об этом человеке, он так, каким бы он ни был, но среди них он как бы имел вес и влияние. У него братья тоже работали вот в этом окружении Рамзана, они часто к нему приезжали, привозили там всевозможные там съедобные сладости. Вот то, что я знаю, что его как бы вот после того задержания, после той измены в отношении дамы сердца, его, говорят, забили вот этого коту. Ни братья, никто не смог ему как бы помочь. Вот это есть путь Ахмада. И вот эти твари сегодня сидят и хотят кого-то где-то в чем-то запятнать или обвинить. Вот я раньше рассказывал, опять напомню, приведу еще вот такой показательный случай, то, что как бы приходит в голову, иншаллах. Вот Мирзаев Султан на тот момент являлся муфтием, прокремлевский муфтий, ну, имеет человек, можно сказать, это второй человек после Рамзана, по факту. Если мы мусульмане, так должно быть. И они так это представляют, по крайней мере. Вот этот муфтий Султан посадил тогда, я помню, своего брата Муслима Мирзаева за то, что тот отказывался выходить к нему на работу, его охранником. А Муслим, он Муслима подловил, когда тот выпил банку пива, по-моему, под названием «Отвертка». Я впервые тогда слышал от Муслима вот такое название банки пива. И он его привез специально в Хоси-Юрт, хотя мог и держать в своем же жалке, они тоже из села вот этого Адама Деминханова. Его привез в Хоси-Юрт как бы назидательно и показательно для вот этого придурка Рамзана, мол, видишь, как я даже со своим братом, вот он банку пива выпил, вот я его наказываю. И посадили его ко мне в камеру. Вот такой торчок, если одним словом выразиться примерно. Парень, молодой парень, лет 36-37 ему тогда было. Вот мы с ним как бы вместе примерно, он спит на бетонном полу, а я как бы на койке, ну, я свое одеяло ему как бы отдал, постели, а то в любом случае бетон есть бетон примерно. И в это время к нам подсаживают некто Руслан из личной окружения, тоже Рамзана, из личной охраны. Такой невысокого роста, упитанный такой, наглый такой пацан, тоже где-то за 30 лет, вот, плюс-минус, ровесник вот этого Муслима. И они, короче, между собой не ладили. То есть Руслан, он из Хоси-Юрта, они считают, что они как бы белая кровь, а все, кто не из Хоси-Юрта, это второсортные люди примерно. А его как раз посадили за изнасилование. И вот он как бы в ходе вот этих споров, процессов забрал у этого Муслима одеяло, как бы сам лег на это одеяло, а Муслим опять начал спать на на бетоне. И у них постоянно шла перепалка. Этот Руслан говорит: да я знаю, тебя знаю, хотя мы только познакомились, и твоего брата муфтия знаю, я имею право с тобой вот так разговаривать. А тот говорит: почему ты имеешь со мной вот так право разговаривать, наглеть там, унижать там или оскорблять меня из-за того, что ты в своем селе, что ли? И тот ему рассказывает примерно: вот я, говорит, из личного там окружения, из личной роты вот этого монгола, патриота. Вот когда не то что Мирзаева и других нерасторопных руководителей, но в частности Мирзаева Султана, неделю один раз его, говорит, приглашают на отчет, говорит. И если заданное как бы задание или проекция, которая
ему поставили на неделю, если она в полном объеме не выполнена, говорит, он, говорит, приезжает обычно, говорит, у него несколько джипов, говорит, 3-4 машины сопровождения из семьи, родственники, ближайшие соседи. В основном также и нанимали все в основном свое окружение. Они все остаются, говорит, в машине, а кто-то из нас, Мирзаева Султана, приводят как бы в резиденцию к Кадырову. И там уже после того, как он начинает давать отчет, если что-то Рамзану не понравилось, говорит, мы его, соответственно, говорит, опускали, говорит. Начинали бить, говорит, в основном ногами, говорит, до тех пор, пока он, говорит, не падал, не становился на колени, не целовал, говорит, ноги тому же Кадырову, не просил прощения, говорит. Если я свидетель, как я по заднице, примерно, часами избивал твоего брата Муфтия, то кем ты можешь, говорит, для меня быть, примерно, он вот так к нему обращается, примерно. И, говорит, я более чем уверен, что вот эти процедуры не только с султаном происходили, будучи муфтием, они и с Межидиевым происходят сегодня, и с Хитанаевым, и с Шахидовыми, со всеми, и с тем же Асвадом Харихановым, со всеми обращаются вот таким образом, чтобы в дальнейшем знали, как себя вести. Мы же помним, как вот в начале украинской кампании, там где-то Межиев неправильно выразился примерно, пропал с экранов недели на 3 примерно. Там ходили слухи, что его конкретно так отоварили, что он практически передвигаться и что-то говорить связанное не мог. Вот это есть путь Ахмада. И представьте себе, после вот таких унижений этому муфтию дают пресс долларов, плюс-минус 100 тысяч долларов, дают новое задание, и он, отряхнувшись, немного приведя в себя порядок, выходит к своей охране, которые сидят на джипах при оружии, и как бы говорит, все, поехали, у нас новая работа, надо работать примерно. Субханаллах, вот это есть путь Ахмада. А куда они поехали? Чтобы подкупать и призывать людей к лояльности вот этому придурку и вот к этому пути Ахмада. Вот это лицо вот этого пути. Валлахи, я со всей ответственностью это говорю. Вот это есть лицо вот этого пути Ахмада. Субханаллах. Если за наказание, за изнасилование человеку дают 7 дней отдыха, если наркоман пойман, например, с наличными, ему 5 дней отдыха. Если кто-то напился, примерно, доску, примерно, ему 3 дня наказаний. А вот самоволка в самом родном селе, если ты, друг, без разрешений отлучился к себе домой, а за село, это вообще страшное наказание бывало. Вот методы пути Ахмада. Помню, вот также был такой штрафник тоже, на 7 суток его бросили. Позывной Шерхан, по-моему, был вот из Алароя. Он как бы брат Абуева Саламана, который был, если я не ошибаюсь, министром транспорта при правлении Масхадовского правительства. Вот этот Абуев Зелим, по-моему, звали, точно не помню, но помню, что куня у него Шерхан была. Вот тоже его посадили на 7 суток за изнасилование чужой девушки, чужой дочки, чужой сестры примерно. И к нему приходили вот его как бы ближайшие друзья с соболезнований, мол, потерпи чуть-чуть, мол, 2 дня осталось, 3 дня осталось. А он 7 дней там спит, отдыхает. Для них это было как бы наказанием, субханаллах. Вот этих служак, вот этих людей, которые служили на эту систему, валлахи, я и выше сказал, их не пускали домой в своем родном селе месяцами, а то и 2 месяца. Визуально они видели свой дом, но не могли отлучиться с роты примерно или побывать дома. К ним в роту приходили жены, матери, как бы с новой там
бельем там и одеждой, чтобы заменить примерно. И все это прикрывалось долларами. Зарплаты были хорошие, по 1500 долларов на тот момент. В одной роте служили даже семьями. Отец и сыновья, там 3 сына, 2 сына. И представьте себе, отца били при сыновьях. Ну как при сыновьях? Если его камере избивают, а сыновья там на улице где-то находятся. Если сыновей избивают, то отец, соответственно, я был 2 раза случай, что я слышал, видел, как отец уже как бы этот избивающий, когда выходил, я когда на форточку поднялся, например, его отец, которого этот командир роты избивал, стоял прямо внизу у этой форточки, слушал, как его сына избивают. Здоровый мужик, а вот этот, тот, кто избивал, это командир роты по имени Даналбек. Куня, брат у него было. Это коротышка, лизоблюд такой. Как бы унижался перед вышестоящими, ну, был деспотом и тираном, как бы подчиненным. Вот он у него был командиром роты. Не знаю, после моего побега повысили его или же понизили. Я и раньше об этом как бы задавался вопросом, но я после этого ничего о нем не слышал. Вот если коснуться опять вот этих алимов, которые сегодня защищают вот этот режим, да, вроде бы как бы они сами не участвуют вот в этих похищениях, пытках, но по сути как бы являются плоть от плоти помощниками и соучастниками вот всех этих преступлений. Валлахи, вы лизоблюды и подхалимы. Для вас ваш Бог это Рамзан. Валлахи, я клянусь, если Рамзан скажет, как бы это ни противоречило бы Корану и Сунне, вы это примете, принимаете послушно и более того распространяете в народе как истину последней инстанции. Горе вам, иншаллах, горе вам, лицемеры. Вы также являетесь соучастниками всех преступлений, которые этот режим проводит над нашими народами. И иншаллах вы будете отвечать за это. Сдаться, подчиниться оккупантам, кафирам, принять их систему ценностей и сознательно подгонять законы шариата под свои страсти и наущения, валлахи, это только шайтан так может делать. Вы ничем от этого не отличаетесь. Вот мне попалась личная переписка Асвада Хариханова к Рамзану и к другим вот этим манкуртам с поздравлениями там на день рождения, на 8 марта, там на разные праздники. У меня много вот этих информаций, сейчас я их не буду как бы зачитывать. Он как вот любящая жена поздравляет мужа, вот с таким рвением поздравляет Рамзана, Апти Алаудинова, Даудова, там Ирисханова, там всех, кто находится на руководящих должностях. Вот такая любовь у них и такая связь, валлахи, это большого стоит. Вот взять конкретно Асвада Хариханова, можно сказать, самый образованный из этих алимов, которые сегодня стоят на службе вот этой системы, вот этого режима, да, вроде бы защитил там, учился там, имеет докторскую там защиту, магистратуру и так далее. Если там Межидов все это купил, то этот, по крайней мере, учился, да, можно сказать, самый такой образованный алим среди них, если его можно назвать алимом. Вот этот человек подлиза и лизоблюд во всех отношениях. Вот последнее, то, что мы видели, мы же помним вот эти поздравления Аймани с днем ее рождения, вот буквально неделю назад. Субханаллах, как дети в детском садике, которым родители купили букеты, большие букеты цветов, чтобы они могли поздравить свою любимую воспитательницу. И они такие радостные, что им позволили и доверили приблизиться с цветами к своей воспитательнице. Вот точно такая же картина, и ручку ей поцеловать.
И это они как бы выставляют для нас, для простых граждан, что это чеченские адаты, что это традиции Нохчи. Субханаллах. Нет, конечно. Полностью, вот если взять вилаят Нохчи-Чу, вот среди чеченцев, валлахи, сегодня просто создают там матриархат. Этот сам придурок примерно больной, конченый уже. И по факту сегодня и мать, и жена, они и дочки примерно, по факту получается полностью матриархат устроили. Поэтому, валлахи, ответственно я говорю. Я, Абу Хамза, как участник и очевидец вот этой новейшей истории, валлахи, ответственно могу заявить, что вот этот путь Ахмада Кадырова – это сплошная цепь предательств, лицемерия, раболепия, алчности, физической и духовной проституции. Вот этот путь построен на суфийских новшествах, на ненависти к чистому исламу и на крови мусульман. Вот весь этот показной антураж, вся информационная машина, интернет-ресурсы, продажные блогеры и муртады работают только на одну цель – вбить голову чеченского народа образ спасителя. А по факту, на деле, этот спаситель – предатель и муртад. И, иншаллах, таким он войдет в историю, как Нохчи и всего Кавказа, и в целом по миру среди мусульман. Вот многие, наверное, знают слова имама Шамиля, что вся беда народа Нохчи, как говорил имам Шамиль, в том, что у нас нету пьедесталов для наших героев и зинданов для наших предателей. Но, иншаллах, за все придется отвечать. Если не в этой дуне, то в ахире. Аллах в Коране сказал, сура Ибрахим, 42 аят, «Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся их взоры». И все, что сегодня имеют предатели от России, как бы они не возвышали себя, мы знаем, что это заслуга тех ушедших героев, которые вы сегодня обвиняете и стараетесь принизить их заслуги. Иншаллах, ничего у вас не получится. Вам, наоборот, надо было бы на них молиться. Из-за ихних, можно сказать, отваги, смелости, за ихней искренности на пути Аллаха, все, что вы сегодня имеете, является ихней заслугой. Даже не то, что ваши заслуги или то, что вы имеете, даже тем, что сегодня пользуются дезертиры, во всей ихней политике тоже строится именно на именах вот этих героев. А мы, иншаллах, рабы Аллаха, будем до судного дня вести непримиримую войну против таких, как вы, и муртадов, и мунафиков. Валлахи, вы собаки ада, которых Аллах спустил на нас, чтобы испытать нас и наставить своих искренних рабов на путь истины. Иншаллах, на сегодняшний день, я думаю, будет достаточным. Я тоже немного подустал. Если у спикера есть что-то добавить или сказать, выскажись. Если нет, иншаллах, сделаем дуа и сегодняшний эфир завершим. Ламру, с твоего позволения. Иншаллах, тогда сделаем дуа и сегодняшний эфир подведем к концу, братья. О Аллах, покажи нам истину истиной, чтобы мы последовали за ней. Покажи нам порицаемое порицаемым и помоги нам отдалиться от него. Защити нас от неясностей,
дабы не последовать за своими страстями без руководства от Тебя. И сделай наши страсти и желания покорным Твоей воле. Субханак Аллаху ва бихамдик. Ашхаду ала илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух.